Всем добрый день. Давайте познакомимся. Меня зовут Сергей Журавлев, и сегодня, благодаря госкорпорации «Роскосмос» и историческим паркам «Россия. Моя история», мне представилась уникальная возможность провести нашу по-настоящему космическую встречу. Космическую, потому что сегодня у нас в гостях летчик-космонавт, герой России Петр Дубров. Петр, добрый день. Добрый день, приветствую всех участников. А также приятная новость. Чуть позже к нам подключится космонавт-испытатель Андрей Федяев. Вы только представьте, Андрей сейчас находится в космосе и выйдет с нами на связь с Международной космической станцией. Сегодня, кстати, с нами вся Россия. На связи с нами исторические парки «Россия. Моя история» из городов Владивосток, Пятигорск, Краснодар, Пермь, Ставрополь, Тюмень, Якутск, Челябинск, Сургут, Тверь и, конечно же, Санкт-Петербург, где сейчас мы находимся. Всем городам мы хотели бы передать отдельный привет. Петр. Петр, смотрите, я сейчас перечислил огромное количество красивейших российских городов. В связи с этим у меня первый вопрос к вам. Вот по вашему мнению, если смотреть на все эти города из космоса, какой из этих российских городов впечатляет больше всего? Ну, я бы сказал, что из всех городов меня больше всего впечатляет Хабаровск. Мой родной город, где родился, вырос, который я неоднократно старался найти из космоса. Но, конечно же, все города выглядят просто замечательно. И когда смотришь на них, хочется ездить в гости к тем людям, которые живут там. Каждый раз представляешь, сколько же там людей внизу сейчас, вот в данный момент живут, работают, спешат по своим делам. Всегда очень интересно смотреть. Спасибо большое. Ну и я сейчас вам хотел бы задать вопрос, на который вы, наверное, много раз уже отвечали. Смотрите, дело в том, что сейчас с нами здесь в зале и в разных городах много молодых ребят, которые только определяются в своем профессиональном пути. В связи с этим у меня вопрос, как вы пришли в профессию космонавта? В каком возрасте вы определились, и был ли это целенаправленный путь, или так сложились звезды? Мой путь был достаточно извилист. Сложно кратко описать, потому что, живя в городе Хабаровске, откуда я родом, сложно было представить, как стать космонавтом. Тогда даже поездка в Москву была, ну, как сейчас, поездка в другую страну. А звездный городок был как другой планетой, где-то далеко. Поэтому мечтать, мы все мечтали в детстве о космосе, но вот представить, как достичь этой цели, конечно, было очень сложно. Ну, вдобавок, я был не самым здоровым подростком, поэтому, когда пришло время выбирать профессию, я выбрал то, что мне нравилось, то, в чем я разбирался, но это было не связано в то время с космосом, это были информационные технологии, и уже в этом направлении стал развиваться. Но так сложилось, что мечта о космосе, она постоянно с детства жила, меня как-то подталкивала, вела, и, видимо, при принятии решений, так или иначе, я руководствовался этими детскими мечтами. И вот в итоге в 2012 году я узнал об объявлении первого открытого набора в отряд космонавтов. То есть если раньше только сотрудники космической отрасли, летчики могли пройти отбор, то вот с 2012 года представители практически любой профессии могут собрать необходимый комплект документов и, если они удовлетворяют требованиям, то принять участие в очных этапах отбора и стать частью отряда космонавтов. И вот в 2012 году я прошел этот отбор и с тех пор нахожусь на подготовке и уже даже один раз слетал в космос. Спасибо. А на что бы вы посоветовали обратить внимание тем, кто мечтает стать космонавтом? Иными словами, какие компетенции нужно развивать и какие предметы можно и нужно учить в школе, а какие можно прогуливать? Но я бы сказал, что прогуливать не надо никакие занятия в школе. Все, что мы изучаем, оно так или иначе потом нам будет в жизни полезно, как-то пригождается, и мы даже не можем заранее предугадать, когда и в какой ситуации это нам будет полезно. Но если вот именно ориентироваться на космос, конечно, предпочтение сейчас пока отдается инженерным специальностям, имеющие это образование, ну, им гораздо проще пройти всю подготовку в звездном городке, конечно же. Но надо сказать, что космическая техника развивается, не за горами уже дальние полеты на Луну, на Марс. И в этих полетах, конечно же, будут востребованы люди самых разных специальностей. Естественно, человеку, летящему в космос, нужно иметь разные уровни, ну, разные области подготовки, скажем так, быть многофункциональным,
Что-то мы уже сейчас изучаем. Каждый космонавт, он немножко медик, немножко инженер, немножко грузчик, немножко электрик. То есть приходится все это делать на борту самостоятельно, и этому тоже нас обучают. Но и со временем, конечно, будут востребованы какие-то специализации, и медицинские, и, возможно, какие-то геологические для исследования других небесных тел. Поэтому, конечно же, нужно хорошо учиться прежде всего, ну и найти то, что интересно, потому что, став профессионалом в какой-то области, в той, которая вам интересна, вам проще будет идти дальше по жизни. А вот тут на самом деле хочется задать вопрос с точки зрения, а что после школы? Потому что я уверен, что в каждом человеке живет вот эта космическая идея с детства. Знаете, когда в детстве кем будешь? Буду космонавтом. Вот ты в школе хорошо учился, и вот дальше тебе нужно поступать в вуз. А важна ли вообще специальность, которую ты получаешь в вузе? И может быть, есть ли какая-то вот специальная история, чтобы поступить и с самой большой вероятностью стать космонавтом? Но я считаю, самое главное, чтобы выбранная специальность действительно по-настоящему нравилась, чтобы человек с удовольствием ее изучал, чтобы он стремился глубже постичь, понять вот эту специальность. И неважно, даже если она не связана с космосом, кто знает, может быть, со временем этот путь приведет в том числе и в космическую отрасль. Но если это не случится, то, по крайней мере, человек будет получать настоящее удовольствие от работы, он будет счастлив и той области, которую он выбрал, может достичь очень высоких показателей, не хуже, чем космонавт. Поэтому главное найти то, что нравится. Ну а дальше пусть судьба выведет. Ну и все-таки, может быть, есть какая-то именно специальность, которая нас делает максимально ближе с точки зрения космосу именно вуза. То есть, например, я когда собирался поступать в вуз, высшее учебное заведение, не было такого, что вот день открытых дверей, высшее учебное заведение приглашает тебя обучиться на космонавта. Вот, поэтому именно какая-то, это летчик или это инженер, как вы уже заметили. Ну, как я сказал, уже есть много специальностей, которые востребованы уже сейчас в космосе. Есть специализированные факультеты в различных университетах. Допустим, многие институты на Дальнем Востоке сейчас готовят специалистов для работы на космодроме Восточный. В московских вузах тоже есть специальности, связанные с ракетными двигателями, и с техникой. Ну, сейчас их очень сложно перечислить, там большое количество. Но вот нет какой-то определенной специальности, что вот выбрал ее, и ты обязательно станешь космонавтом. Потому что здесь в первую очередь все-таки идет ориентация на человека. То есть представители разных специальностей могут пройти отбор, могут стать частью отряда космонавтов. То есть здесь уже больше важны какие-то индивидуальные качества совместно с профессиональными. Но, конечно же, нужно быть профессионалом в своей области, в выбранной сфере. Ну, а требования, они, в принципе, на сайте подготовки космонавтов постоянно публикуются, и те, кто хочет отбор, они могут с ними ознакомиться и уже ближе понимать, что от них будет требоваться, когда они будут проходить отбор в отряд космонавтов. По поводу отбора мы, кстати, с вами обязательно поговорим чуть-чуть попозже. Мне подсказывают, что уже буквально через пару минут мы с вами свяжемся с Международной космической станцией, с МКС. В связи с этим, предвосхищая наш с вами такой технический полет, который мы сейчас совершим вместе со всей Россией, у меня к вам вопрос. Помните ли вы свою первую мысль, когда вы оказались в космосе? Ну вот, понятно, что подготовка, вот вы все, вы там. И какая вот первая мысль у вас была? Первая мысль, ну, наверное, вот сам момент, когда ты действительно понимаешь, что ты в космосе, это момент отделения космического корабля от ракеты, когда наступает невесомость. И вот взлетевший карандаш, повисший на тоненькой ниточке, которая стала вдруг неожиданно очень жесткой невесомости, потому что нет большого, ну, совершенно не нужно усилия, чтобы поднять. И вот я понял мысль, что правда в невесомости это все летает. Это вот самое первое мгновение. Вот. Ну а дальше, конечно же, уже началась работа, потому что первое время после выведения корабля – это очень интенсивное время проверки всех систем, поэтому тут уже сосредотачиваешься на том, что происходит внутри корабля. Ну, тогда еще позволю себе задать один маленький блиц-вопрос с точки зрения ощущения, когда вы попали в первый раз в космос. Ну, вы же наверняка в иллюминатор посмотрели, тоже впервые увидели Землю. Конечно, да. Что здесь? Произошло какое-то философское озарение, какая-то, может быть, мысль очень глубокая?
Ну, в первый момент увидеть Землю мы можем немножко раньше, еще до окончания выведения, когда сбрасываются створки головного обтекателя космического корабля. И в этот момент я, конечно же, действительно выглянул, чтобы увидеть первый раз Землю своими глазами с такой высоты. Ну, это производит впечатление, это действительно потрясающий вид, который невозможно как-то описать словами, это вот только можно увидеть. Наша планета действительно потрясающе красива с высоты. В дневное или в ночное? Мне вот тоже всегда было интересно узнать, потому что мы сейчас тоже наблюдаем все различные картинки нашей планеты, и я думаю, что даже люди делятся на две категории. Тем, кому нравится больше картинка дневной, так сказать, Земли, и ночной. Земля всегда прекрасна, и днем, и ночью. Земля всегда прекрасна и днем, и ночью. С этим действительно не поспоришь. Итак, уважаемые друзья, на самом деле, признаюсь честно, момент волнительный для всех нас, кто сидит здесь в этом зале. Это волнительный для тех, кто подключен с нами в разных городах России, потому что мы буквально в течение нескольких ближайших секунд выходим на связь с Международной космической станцией. Напоминаю, что там с нами на связь выйдет космонавт-испытатель Андрей Федяев. Ждем подключения, которое должно вот-вот через пару секунд произойти с нетерпением, с невероятным ожиданием. Кстати говоря, судя по звукам, сейчас мы абсолютно в космосе. В космосе же полная тишина. Или нет? На станции на самом деле достаточно шумно. Работает вентиляция, работает оборудование. И даже когда выходишь в открытый космос, ты все равно слышишь очень много систем скафандра, которые поддерживают твою жизнедеятельность. Поэтому на самом деле космос очень шумный. Да? Да. Тишину мы там практически не слышим. Ну, кстати, сейчас мы в этом и убедимся. Да. Я в этом уверен. Итак, да, действительно, друзья, ждем подключения. Мы понимаем, что технически это все уникально, что у нас есть такая удивительная возможность действительно связаться с Международной космической станцией. Мы надеемся, что буквально в течение ближайших секунд они выйдут с нами на связь. Итак, внимание, уважаемые друзья, прошу обратить внимание, мы связались с космосом. У нас на связи космонавт-испытатель Андрей Федяев. Андрей, добрый день, как нас слышно? Всем здравствуйте, ребята, я вас слышу прекрасно. Вот, как вы меня слышите? И вижу я вас тоже хорошо. Мы вас тоже слышим прекрасно и видим тоже хорошо. Андрей, с нами сейчас ваш коллега, космонавт Петр Дубров, он хотел бы вам передать земной привет. Ваш коллега, космонавт Петр Дубров, он хотел бы вам передать земной привет. Спасибо, что во время подготовки к следующему выходу в это интенсивное время Хочу видеть. Спасибо, что во время подготовки к следующему выходу в это интенсивное время вы все-таки нашли возможность пообщаться с нами. Приветствую вас. Да, здравствуй, Петр. Очень рад тебя видеть. Ну да, ребят сейчас заняты подготовкой непосредственно своих скафандров к выходу. Вот, у меня есть свободная минутка, и я поэтому могу побеседовать с вами. Вот, и буду рад это сделать. Отлично, мы тоже будем безумно рады с вами побеседовать. Прямо сейчас у нас вопрос с Дальнего Востока, из города Якутска. Всем внимание на экран. Известно, что вам на МКС отправляют все необходимое. А еще в новостях встречаются сюжеты, что на орбиту отправлена очередная необычная посылка, будь то музыкальный инструмент или реквизит со съемок фильма.
Мы бы хотели задать такой вопрос. А какая самая необычная посылка приходила на МКС во время вашего нахождения на орбите? Ага, интересный вопрос. Ну, тут могу сказать, что, наверное, немного не по адресу, потому что я прилетел в такой момент, когда уже все корабли были здесь, и при мне корабли только уходили. Вот. Но в целом... То есть, получается, как бы, пока я нахожусь на станции, это около 2 месяцев, никаких кораблей не прилетало, вот, так скажем, чтобы именно мне какую-то странную, там, интересную посылку передать. Вот. Ну, а так, ко дню рождения мне моя семья приготовила много разных подарков, вот, и я их получил, там, различные футболки, открытки, детские рисунки. Ну, такого ничего, на самом деле, необычного нет. Спасибо. Андрей, спасибо вам за ответ. Петр, а вы помните, какая у вас была самая необычная посылка? Ну, Андрей, еще все впереди, конечно. А у меня, наверное, перед съемками «Вызов» самая интересная посылка была — это профессиональная кинокамера, которую потом режиссер фильма использовал в съемках. И вот, конечно, было очень интересно ее открыть, попробовать в работе. Было очень необычно. То есть в теории можно поставить запятую и добавить «режиссер». Уважаемые друзья, прямо сейчас с нами на связи Тверь, которая тоже сейчас зададут нам интересный вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Аня, я из города Твери. Я учусь в Московском химико-технологическом колледже. И у меня есть вопрос. Интересно, что взял каждый член команды Земли в напоминание о доме? Я прошу прощения, но вот вопрос очень прерывистый был, если можно продублировать. Да, конечно. Вопрос звучал следующим образом. Что вы взяли с собой с Земли, чтобы вам напоминало о доме? Да, хорошо, спасибо большое. Ну, естественно, самые обычные вещи космонавты берут с собой. Это различные фотографии, я ничем от них не отличаюсь. Это обычные фотографии семьи, родных, близких, какие-то личные вещи. Вот. Поэтому у меня много фотографий разных, которые я потом привезу домой, покажу своим родным, близким, скажу: ребята, вот вы тоже вместе со мной побывали, можно сказать, в космосе. Поэтому здесь, ничего необычного нет, такие вот разные вещи. Спасибо большое. Ну и я хотел бы воспользоваться случаем, Петр, и у вас спросить, что вы брали в космос как напоминание о доме? Ну, те, кто летит на российских кораблях, есть ограничения. Мы можем взять всего 1 килограмм вещей с собой туда и вернуть назад. Поэтому берем, как правило, что-то небольшое, легкое. Вот как Андрей сказал, фотографии. Я еще брал медали, которые получили мои дедушка и бабушка, по одной медали. Вот, чтобы они тоже со мной были. И вот от того поколения я тоже чувствовал определенную поддержку во время своего полета. Ну и, возможно, какие-то сувениры, небольшие детские игрушки. Спасибо большое, но это целая связь. Космос, Земля, поколений, уникальная история. Андрей, вновь обращаюсь к вам. А что сейчас вы взяли с собой полета вот в этот 1 килограмм? Я с собой взял, и как я уже говорил, значит, детские рисунки, взял фотографии семьи, родных, близких, друзей. Вот Петя мне напомнил, я совсем про это забыл, взял также мой очень близкий друг, попросил свозить меня медаль, орден, который принадлежал его деду за участие в Великой Отечественной войны. Вот. Орден. Я также вот везу и обратно на Землю, потом верну этот орден. Вот. Еще я взял с собой, мы сделали специальные монетки
памятные с эмблемами нашего экипажа и нашей экспедиции. Вот, и я взял эти монетки с собой. Ну, и буду их потом, соответственно, раздаривать. Вот. Спасибо большое. Прямо сейчас у нас вопрос с Дальнего Востока, а именно из Владивостока. И вопрос из Владивостока зачитаю я. Звучит он следующим образом. У летчиков табу на слово «последний». У моряков дурная примета выходить в море по понедельникам. Медики не желают спокойного дежурства друг другу. Какие суеверия и приметы есть у космонавтов? Андрей, пожалуйста. Очень интересный вопрос, конечно. Ну, очень сложно, на самом деле, что-то такое вспомнить, какие-то суеверия. Но так, что мне первое на ум приходит, это, например, ну, как космонавты не с большим нежеланием, так скажем, расписываются или там раздают свои автографы до полета, до назначения в экипаж. Вот, то есть это как-то не принято. Но вот для детей, если детям касательно, то детям я всегда это делал, потому что, ну, дети есть дети, вот, и для них как бы ничего не жалко, это им интересно и так далее. Никогда же не скажешь, что вот мы не расписываемся до полета, так вот не принято у нас, суеверие такое. Ну, как бы поэтому я детям всегда расписывался. Вот. Другие какие-то суеверия, ну, это в основном, наверное, больше даже, наверное, традиции, да, там, например, когда мы едем первый раз после набора, еще кандидаты в космонавты едут в город Гагарин, в село Клушино, они там обязательно пьют воду из колодца возле дома Юрия Алексеевича Гагарина, где жили, семьи Гагарин, где они жили. Вот. И таких традиций, на самом деле, в один вопрос все не уместить. Ну, как-то вот так вот, спасибо. Спасибо вам большое. Прямо сейчас с нами на связь выходит Пермь, и они спешат задать свой вопрос. Давайте его послушаем. Правда ли, что даже из космоса видно, что Пермь самый зеленый и крупный город России? Так, правда ли, что Пермь самый зеленый крупный город России? Ну, очень интересный вопрос. На самом деле, ребята, наша станция, Международная космическая станция, максимальная широта, над которой мы пролетаем, это 51 градус. Вот. А Пермь, Екатеринбург, вот эти такие города уральские, они расположены гораздо севернее, и, к сожалению, мы над ними не пролетаем. Вот. Нам их, ну, по крайней мере, Екатеринбург видно там в боковой иллюминатор, в одной из кают служебного модуля. И можно сфотографировать. Поэтому, ну, сложно так сказать, какой он, самый зеленый или нет, потому что он довольно далеко находится, этот город Пермь. Спасибо. Спасибо вам большое за ответ. И прямо сейчас у нас вопрос из Тюмени. Давайте тоже послушаем замечательных ребят. Итак. Давайте тогда я продублирую вопрос из Тюмени, с вашего позволения. Какая музыка или песня вдохновляет современных космонавтов? Ну, я думаю, я не ошибусь, что скажу, что, как вы знаете, одна также из традиций, это перед выходом, когда космонавты выходят из гостиницы, космонавт, да, которая на Байконуре находится, из гостиницы они выходят, они садятся в автобус для того, чтобы ехать дальше уже на старт на ракету, они выходят это под всем известную песню «Земля в иллюминаторе», да, «Трава у дома». Вот. Я здесь не был оригинален, и я стартовал на космическом корабле SpaceX. Вот. У
них такой традиции нет, но у них есть, так скажем, традиция, и космонавты едут на двух автомобилях, в одном, в первом автомобиле в Тесла, и во втором по 2 человека. И мы в это время слушаем музыку, пока едем там по порядка 10-15 минут ехать до старта. Вот, слушаем музыку. Ну и я выбрал, естественно, одну из песен. Это была «Трава у дома». Она мне очень нравится. И, конечно, я уверен, что она вдохновляет абсолютно всех космонавтов, которые вот так вот выходят на свой старт или, как я, едут на старт. Вот. Еще одну я песню слушал. Мне очень нравится. Это очень хорошая песня. Это «Прекрасное далеко». Замечательная, мотивирующая песня, слова. Ну, а в целом у каждого космонавта, как и у человека, вкусы разные, поэтому я вообще, можно сказать, меломан, поэтому мне нравятся различные типы, виды и направления музыки. Поэтому спасибо. Спасибо большое. Петр, какая вас музыка вдохновляет? Сейчас мы соберем плейлист космического полета. У группы «Земляне», кроме песни «Трава у дома», есть и много других хороших. И космонавты, которые стартуют на российских кораблях, они тоже выполняют свой плейлист перед стартом. Это та музыка, которую уже сидя в корабле, непосредственно в процессе подготовки. Вот я тоже включил несколько песен группы «Земляне». Ну и также мне нравится разная инструментальная музыка, которую я тоже добавил в свой плейлист. Спасибо большое. Итак, двигаемся далее. Прямо сейчас у нас на связи Пятигорск, и у них есть возможность задать свой вопрос. Пятигорск, пожалуйста. Есть ли жизнь на Марсе? Если без шуток, то верите ли вы, что мы не одни во Вселенной? Сталкивались ли вы с необъяснимыми явлениями в космосе? Спасибо, ребят, большое за вопрос. Вопрос, который интересует человечество уже очень давно, вот, еще до начала космической эры задавались все, наверное, этим вопросом. Значит, ну, вот с необъяснимыми вещами лично я в космосе не сталкивался. Ну, что-то такое необъяснимое, это то, что ты не знаешь, от чего это произошло, да. Но когда разбираешься, то находишь причину, то все становится на свои места. Ну, а если жизнь на Марсе или вообще во Вселенной, я всегда, не первый раз вопрос слышу такой, и задают мне его не первый раз, я всегда отвечаю, в принципе, одинаково. Если вдруг кто-то не слышал, есть такая вещь, как парадокс Ферми называется. Вот, которая, ну, коротко, если описать, это задается вопрос, а где все? Ну и как бы дальше объяснить очень просто, значит, мы, человечество, помним себя порядка 10 тысяч лет. То есть от начала, вот как, грубо говоря, первый человек там появился, мы помним себя и человечество 10 тысяч лет. Вот. И история Вселенной, ну или время, которое существует, Вселенная наша, по данным наших ученых современности, порядка 13-14 миллиардов лет. Ну и дальше все долго объяснять, рассказывать, и как бы здесь все ложится, становится абсолютно очевидным, да, что, скорее всего, кто-то уже есть, либо еще кто-то были. То есть 13 миллиардов лет, да, и 10 тысяч лет. Ну вот, как-то так. Спасибо большое за ответ, уважаемые То есть друзья. наверняка где-то кто-то есть, просто мы еще не встречались. Ну, возможно, однажды и встретимся. Уважаемые друзья, вот прямо сейчас у меня для вас две новости. Одна хорошая, другая тоже хорошая. Значит, первая хорошая. Совсем скоро Международная космическая станция уйдет со связи, но хорошо то, что у нас есть еще время задать вопросы Андрею. И вторая хорошая новость. У нас будет возможность пообщаться с Петром Дубровым. Итак, у нас финальные вопросы для Андрея, и на связи у нас Ставрополь. Пожалуйста. Какие животные находятся на борту МКС и с какой целью?
какие животные находятся на борту МКС и с какой целью. Я понял вопрос, ребята, спасибо большое. Ну, на самом деле, сейчас, именно в данный момент, на борту нет у нас никаких животных, вот. Ну, домашних питомцев у нас тем более здесь нет. Здесь их не берем, нам не разрешают, ну, хотя, может быть, наверняка кто-то и сделал бы это. Вот. Но буквально недавно у американские коллеги, они привозили сюда белых мышей. Вот. Но они смотрели, как мыши разные, значит, несколько, я не помню сколько, по-моему, 15 мышей. Они смотрели, как мыши ведут себя в невесомости, как они к ней привыкают, какие у них изменения в организме происходят. Вот. То есть, ну, в качестве того, как невесомость влияет на организмы, на живые, не только людей, на организмы других животных. Вот. Спасибо за вопрос. Спасибо большое. Внимание, вопрос из Краснодара. Я его зачитаю. Существуют ли инструкции для первого контакта с внеземной цивилизацией? И есть еще просьба от исторического парка в Краснодаре. Можно ли вас попросить сделать фото Краснодарского края с МКС специально для нашего исторического парка? Так, ну, по поводу инструкции сразу скажу нет, потому что, ну, не знаю, нам их никто никогда никаких инструкций не давал по этому поводу. Ну, может быть, когда-нибудь они появятся, когда какая-то ближе к Да, связь, похоже, прервалась. Экипаж МКС, ЦУПу Москвы, в канале ШСС. Андрей, связь уже у нас прервалась. Ничего страшного, я считаю, что то, как она это сделала, в стиле рэп, это тоже Очень художественно. надо уметь. Уважаемые друзья, да, на самом деле, давайте мы поблагодарим космос, поблагодарим Андрея. Здорово, что у нас была такая уникальная возможность связаться с Международной космической станцией. Ну и желаем Андрею хорошей, шикарной работы. Это раз. И два, будем ждать его здесь, в Санкт-Петербурге. Итак, на самом деле, уважаемые друзья, наша встреча продолжается. И хочу отметить, что у вас будет уникальная возможность задать ваши вопросы Петру. У нас будут для этого специальные микрофоны. Мы будем просить вас представляться, когда вы будете задавать вопросы. Но перед тем, как мы перейдем к вопросам, у нас есть несколько вопросов, которые нам оставили ребята из разных городов. Один из этих городов – это у нас Челябинск. Давайте мы сейчас послушаем их вопрос. Здравствуйте, добрый день, вы нас слышите? Да. Добрый день. Отлично. Итак, наш вопрос. Как мы знаем, при длительном нахождении на МКС происходит перестройка организма. Что самым непривычным, помимо притяжения, является для космонавта по возвращении на Землю? Действительно, притяжение – самый ощутимый фактор, который мы испытываем по возвращению. Чувствуем, как будто мы стали в 2-3 раза тяжелее в первые дни. Ну а второй такой заметный фактор – это влияние на вестибулярный аппарат. Во время адаптации к невесомости это проявляется в неприятных ощущениях, тошноте, головных болях. Со временем, конечно, мы адаптируемся и уже не чувствуем таких вот последствий. Но при возвращении вестибулярному аппарату нужно обратно привыкать к гравитации. Таких неприятных ощущений мы, конечно, испытываем уже меньше, только в первые часы после посадки. Но еще несколько дней после этого сохраняется сложность в поддержке ориентации. То есть достаточно просто легкого движения головой, и ты уже теряешь ощущение, стоишь ты вертикально или начал падать. Поэтому вы можете видеть, что в первые дни космонавтов всегда придерживают, помогают им идти, ну, либо мы сами держимся за какие-то поручни или за стеночку. Вот. Но буквально на 4-й день после возвращения я уже бегал на беговой дорожке, работал в скафандре. То есть организм вспоминает очень быстро, что такое гравитация, и возвращается к земным условиям. Спасибо большое за ответ. И с нами на связи также Сургут. Ребята из Сургута приготовили свой вопрос.
Здравствуйте, вы нас слышите? Да, мы вас слышим. Да, добрый день. На Земле вы можете общаться со своими близкими с помощью любого мессенджера. Насколько этот процесс общения с семьей усложняется, когда вы в космосе? У нас есть очень много способов связаться с Землей сейчас. Техника постепенно развивается. То есть совсем недавно это был только УКВ-канал, который был только когда станция пролетала над Россией. Но сейчас есть спутники-ретрансляторы, и американские, и наши российские. Это позволяет нам практически 24 часа в сутки быть на связи с Землей и со специалистами в Центре управления полетами, и с нашими родственниками. Вот благодаря нашим американским партнерам у нас есть возможность пользоваться IP-телефонией и практически, почти в любое время позвонить на любой номер, телефонный номер здесь на Земле. Поэтому мы этим постоянно пользуемся, и практически каждый день звоним домой, общаемся с родственниками. Ну и также есть возможность организовывать видеоконференции. То есть также дома устанавливается специальное приложение на домашнем компьютере, и через него наши родственники связываются с нами на станции. То есть раз в неделю по выходным мы с ними общаемся вот именно уже в таком формате, как будто мы находимся рядом. У нас есть возможность с ноутбуком пролететь по станции, показать, провести такую небольшую экскурсию, другие модули показать, Землю через иллюминатор. Вот. И это, конечно, тоже очень помогает чувствовать себя постоянно на связи. Спасибо большое. Спасибо за ответ. Спасибо. Уважаемые друзья, я хотел бы вам раскрыть главную интригу. Дело в том, что сейчас вы сможете задавать ваши вопросы. И в завершении Петр выберет 3 лучших вопроса, которые будут отмечены госкорпорацией Роскосмос классными сувенирными подарками. Поэтому точно не нужно стесняться, нужно смело спрашивать то, что вас интересует. И для того, чтобы нам было удобно выбрать, смотрите, во-первых, мы попросим вас поднимать руку, во-вторых, когда вы задаете вопрос, мы просим вас представляться, и в-третьих, задавайте свой вопрос уверенно. Итак, пожалуйста, если у вас есть вопросы, поднимайте руки, мы будем выбирать. Давайте начнем вас. Вы так в первом ряду расположились. Сейчас коллеги вам дадут микрофон. Вот, пожалуйста. Спасибо большое. Хочется поблагодарить Петра за то, что вы посетили наш исторический парк. Я представляю пресс-службу исторического парка в Санкт-Петербурге. У меня такой вопрос. Сейчас много говорят о профориентации. Когда вы почувствовали именно уверенность в том, что вы хотите стать космонавтом? Вы помните этот момент? В каком возрасте это произошло? Мне было чуть больше 4 лет, да, где-то ближе к 5, наверное, когда я научился читать. И вот одной из первых книг, которую я прочитал, это была книга Алексея Архиповича Леонова «Выхожу в космос». Вот там он таким простым языком описал все, что у них происходило во время их знаменитого полета, когда Алексей Архипович первый раз вышел в открытый космос в истории человечества. У них было очень много сложностей потом и на возвращении. И плюс ко всему он снабдил эту книгу своими собственными иллюстрациями. И вот, конечно же, она произвела на меня довольно сильное впечатление в том возрасте. Вот, видимо, тогда у меня и зародилась вот эта идея, мечта о полетах в космос. Вот. Ну и потом она постепенно уже развивалась. Спасибо большое. Поднимите ваши, пожалуйста, руки, если у вас есть вопрос. Так, давайте. Вот в зеленом салатовом, девочка, пожалуйста, сейчас вам дадут микрофончик. Внимание, пожалуйста. Меня зовут Даша, я ученица 543 школы. У меня есть вопрос. Какими специальностями вы владеете? Если говорить официально, то можно сказать, что у меня есть 2 специальности. Первое – это то, что я изучал в высшем учебном заведении. По специальности я инженер-программист, первый. Ну и сейчас у меня есть специальность космонавт-испытатель, которую мы изучаем уже в Центре подготовки космонавтов. Спасибо. Двигаемся далее. Давайте там же останемся. Вот мужчина в черной рубашке, да. Сейчас мы вас пока не слышим. Один момент.
Тимур. Я обучаюсь 362 школы. Я хотел бы вам задать вопрос. Насколько я знаю, у космонавтов довольно богатый рацион питания, и, может быть, вы назвали какую-нибудь самую вкусную еду, которую вы ели в космосе, или, может, которую бы хотели вернуть на Землю? Спасибо. Да, действительно, у нас достаточно богатый рацион. Ну, во-первых, у нас есть наш российский рацион основной, который мы питаемся. Это 16-дневный набор продуктов в 3 контейнерах, который каждые 16 дней повторяется, но в течение этого периода все блюда разные. И мы также можем заказывать некоторые блюда из американского рациона. Ну, кроме того, и на борту мы постоянно обмениваемся. То, что остается у нас, мы отдаем партнерам, они свою еду. Поэтому, в общем и целом, разнообразие очень большое. И сложно даже вот что-то такое одно вспомнить, потому что вся еда, она готовится специально для космонавтов, она очень вкусная, натуральная. Есть уже готовые блюда в виде консерв, есть сублимированная пища, которую надо разбавлять горячей водой, и за за 10-15 минут она восстанавливается и тоже готова к потреблению. Вот. Ну, я бы вспомнил такое блюдо, как грибы по-старорусски, очень вкусные грибы с перловой кашей в каком-то соусе. Мне очень нравились солянки на борту, мясные солянки, рыбные, разнообразные рыбные консервы. Вот. Ну, достаточно много блюд, которые можно упомянуть. А это меню формируется до полета или вы по факту в космосе узнаете, что вот у нас такой рацион? Вот эти 3 контейнера, они все стандартные, то есть каждые 16 дней, и у всех космонавтов этот набор одинаковый, но перед полетом мы проводим дегустацию, мы пробуем все блюда, которые в него входят, и можем выбрать так называемые бонусные контейнеры, в которые включается то, что нам больше всего нравится. Это, как правило, 2 контейнера на экспедицию, и из них мы вот в течение этого времени можем что-то выбирать и разбавлять вот этот традиционный рацион. Это хорошо, потому что мало ли что-то человек не ест, и вдруг перед ним рацион, и ему надо что-то придумывать, что-то делать. Мы выходим прямо сейчас на связь к Челябинску. Там есть у ребят вопрос, уважаемый Челябинск. Пожалуйста. Раз, меня слышно? Да, вас слышно. Здравствуйте. Доброго времени суток. Вопрос звучит так. Как вы проводите свободное время на борту космического корабля? Именно корабля или все-таки станции? На борту станции. Да, потому что на корабле у нас времени, как правило, мало, мы на нем только прилетаем, улетаем. Сейчас это 2-витковые схемы, то есть всего порядка 3 часов пути до станции. Свободного времени там нет. Но на станции, конечно же, у нас, как правило, вечером после работы и по выходным дням выделяется свободное время, которое мы можем использовать уже по своему усмотрению. Ну, безусловно, очень много времени мы тратим на фотографирование Земли, наблюдение. Это очень красивый, такой вдохновляющий вид, помогающий отдохнуть, расслабиться после работы. У нас есть достаточно большая фильмотека, мы можем посмотреть фильмы, есть книги в электронном формате, музыка, то есть можем слушать музыку. Часто собираемся на совместные ужины, где-то раз в неделю. Мы обязательно устраиваем совместно с нашими партнерами ужин по очереди то на американском сегменте, то на российском. Устраиваем совместные просмотры фильмов. Причем наш полет, если, как у нас было построено, каждую неделю один из членов экипажа выбирал тот фильм, который нравится именно ему, и весь экипаж его смотрел. И вот мы старались выбирать такие фильмы, если это американский фильм, то чтобы в нем были русские субтитры. Ну, а когда мы предлагали наши фильмы, то я искал субтитры для наших партнеров. У нас есть выход в интернет на борту станции, если вы об этом не знаете. Поэтому есть возможность такую вот информацию найти. И поэтому, смотря фильмы, все были как в курсе сюжета и потом могли даже какое-то обсуждение небольшое устроить. То есть тоже было достаточно интересно. Спасибо за ответ. Спасибо вам за вопрос. А какой фильм для вас самый космический? Не в смысле, что он про космос, а про то, что вы его посмотрели, и теперь здесь, если вы его увидите, у вас будет прямая ассоциация с космосом. Сложно так сказать, потому что, в принципе, там мы смотрели уже знакомые, как правило, фильмы, которые нам нравятся, которые мы уже видели. Вот. Но
Вот есть, наверное, один фильм, который действительно, он, во-первых, про космос, во-вторых, мы его смотрели на борту, и в-третьих, он действительно достаточно вдохновляющий, мне он очень нравится, это фильм «Через тернии к звездам». Спасибо большое, но и не могу не задать тоже этот вопрос. Вы сказали, что у вас есть интернет, это Wi-Fi с каким-то названием. Да, у нас есть Wi-Fi сеть на борту, конечно же, но она в пределах МКС работает. Там достаточно сложная структура, я сейчас не буду в нее вникать. Но суть в том, что да, у нас есть американские планшеты, и подключив их к сети Wi-Fi, мы можем через американские спутники-ретрансляторы выходить в интернет и читать новости, даже можно посмотреть какое-то видео, в принципе, хватает пропускной способности канала, чтобы полноценно работать. Она как-то называется по-особенному или там просто вот набор букв и цифр? Не, ну внутри на станции у нее, естественно, есть специальное название, называется Крюнет, сеть экипажа. Красиво, красиво. Мы выходим на связь к Якутску, там тоже есть вопрос у ребят. Якутск, пожалуйста. Якутск, вас пока не слышно. Попробуйте еще раз. Уважаемый Якутск, вас пока не слышно. Давайте так, как только у вас технически все наладится, мы сразу к вам вернемся. Пока что здесь, в Санкт-Петербурге, мы узнаем вопросы. Давайте, пожалуйста, вот молодому человеку, который очень ярко тянет руку, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Даня. Я ученик 525-й школы. У меня такой вопрос. Что вы чувствуете, когда вы попали первый раз на МКС? Очень много впечатлений. Все-таки первый раз влетаешь в такой интересный, сложный, замечательный объект. Но надо, вот по своим ощущениям я скажу, что самое заметное было – это запах. Вот уже за время полета, за 3 часа в корабле ты привыкаешь немножко к невесомости, понимаешь, что это такое, поэтому там уже это не в новинку. К тому же, переодеваясь в корабле, приходится с ней очень внимательно познакомиться, снять скафандр, одеть комбинезон. Вот ты уже представляешь ее особенности. Но вот именно влетая на станцию, первый раз пролетая люк, ты ощущаешь вот именно тот запах, который царит внутри. Ну, вы понимаете, что воздух на станции, он, несмотря на то, что очищается, но большая его часть, она постоянно находится внутри, только кислород, вот, что мы съедаем, он восстанавливается. Вот, и поэтому в воздухе постепенно собирается вот какой-то такой свой космический аромат. Он состоит из многих составляющих. Там чувствуется что-то, какие-то запахи еды, какие-то запахи технических, ну, возможно, это упаковка или вот какие-то что-то, что используется внутри. И вот все это вместе, собираясь, образует такой очень необычный, непривычный. И вот влетев на станцию, вот первое, что я почувствовал, вот это мне запомнилось. Ну, конечно, через какое-то время к нему привыкаешь. Он не резкий, не сказать, что он неприятный, просто необычный. Ну да, было бы очень странно, если вы попали на МКС, и ваши первые слова были «может, проветрим?» Ну, в выходах в открытый космос мы приблизительно это и делаем. Ну да. У нас вопрос из Твери. Тверь, пожалуйста. Вы на связи? Прием. Когда вы взлетали в космос, какие ощущения у вас были? Какие у вас были ощущения, когда вы летали в космос? Летали. Был целый год самых разных ощущений. Я даже не знаю, вот как сформулировать это в несколько предложений. От радости, от непривычности, сложности, усталости, тяжести, разных физической нагрузки, очень много различных ощущений, связанных с экспериментами. Ну, тут полная гамма ощущений, что только можно себе представить. Спасибо вам большое за вопрос. Кстати, я хотел узнать, вы же когда попадаете в корабль, именно который отправится до МКС, вы же за несколько часов туда попадаете? Да, где-то за 2,5 часа. За 2,5 часа.
вот в это время не одолевает хотя бы на секунду мысль, что страшновато? Ну, я не знаю, потому что для меня, для человека обыкновенного, бесконечность космоса, и потом ты сидишь 2,5 часа и думаешь, я сейчас туда полечу, как будто бы есть секунда для потенциального страха. Страшно вообще? Надо сказать, что тренажеры, на которых мы тренируемся в Центре подготовки космонавтов, они очень детально повторяют интерьер настоящего космического корабля. Поэтому, когда на стартовом столе ты готовишься к старту, очень часто возникает ощущение, а не тренажер ли это, то есть настолько это все похоже, настолько мы также сидим в скафандрах, на которых мы участвуем в тренировках, точно такой же спускаемый аппарат, техника, поэтому не возникает какого-то такого особого ощущения, что да, вот я сейчас полечу действительно в космос. Даже когда сознательно себя на эту мысль наводишь, все равно очень похоже на то, что мы много раз отработали уже не один десяток раз на тренировках в Центре подготовки космонавтов. И вот какое-то первое впечатление появляется, наверное, только когда ракета начинает стартовать, когда ты испытываешь уже вот эти вибрации, перегрузку, вот тогда ты понимаешь, что действительно это все-таки не тренажер, это настоящий космический корабль. И вот надо действительно собраться, отработать все именно так, как учили, чтобы все прошло штатно и пристыковаться к станции. Спасибо большое. Молодой человек в первом ряду в клетчатой рубашке с самого начала тянет руку. Пожалуйста. Здравствуйте, я Жилкин Степан, ученик 9 класса 525 школы. Хотел бы спросить, какую максимальную нагрузку вы выдерживали при испытаниях или при взлете? Можете измерить ее? Я так понимаю, в рамках перегрузок. Да, мы действительно в процессе подготовки к полету, в процессе различных медицинских комиссий мы проходим тренировки на центрифуге при разных величинах перегрузок. Ну и, соответственно, на старте, на посадке тоже у нас есть различные этапы, когда перегрузки возникают. Нас готовят, как правило, к самым тяжелым ситуациям, которые у нас могут быть. Эта ситуация называется баллистический спуск. И в этом случае организм человека может испытывать до 8-кратных перегрузок, то есть как будто 8 человек на тебя сели и сидят в течение секунд 30-40. И вот именно такую перегрузку мы отрабатываем на центрифуге в процессе подготовки к старту. 4 и 8 единиц у нас есть вот такой режим тренировок. Ну и также мы на ней проходим медицинскую комиссию для допуска к полетам на самолетах Ил-39, прошу прощения. Это один из важных этапов подготовки космонавтов, летная подготовка. Но там, поскольку мы сидим вертикально, да, я не сказал, что вот эти перегрузки 4-8 единиц мы испытываем в направлении грудь-спина, поскольку в космическом корабле мы находимся в горизонтальном состоянии, в горизонтальном положении. Но во время летной подготовки мы сидим как в кресле, и там перегрузки действуют уже в направлении голова-таз. И для допуска к этому мы также раз в год проходим вот именно в этом направлении, но уже меньшие нагрузки, 3 и 5 единиц. Тоже учимся, каким образом нужно напрягаться, чтобы отлив крови от головы не повлиял на наши возможности управления самолетом. Ну а по факту на выведении перегрузки, как правило, намного мягче, они не превышают 3 небольшим единицы, то есть 3-кратная нагрузка. И при посадке они чуть-чуть побольше, в нашем случае было порядка 4,9 единиц, грубо говоря, 5. Это самый такой пик нагрузок, остальное время еще поменьше. Спасибо большое. У нас вопрос из Пятигорска прямо сейчас, уважаемый Пятигорск. Ждем вашего вопроса. Здравствуйте, меня хорошо слышно? Да, мы вас слышим. Здравствуйте, меня зовут Ольга, и у меня такой вопрос. Вот физическая подготовка, она обязательна. А что насчет психологической? То есть, например, что она включает в себя до и после полета? Вторая часть вопроса немножко неотчетливо прозвучала, но я понял, что вопрос про психологическую подготовку. Во-первых, психологи работают с нами на протяжении всего периода, начиная еще с этапа отбора. На отборе у нас есть
отдельный этап, когда мы заполняем различные тесты, беседуем с психологами, тесты там порядка 600-700 вопросов. То есть мы проходим очень такую глубокую проверку, исследование. Вот. Но в процессе подготовки уже психологи больше сопровождают нас, мы проходим разные тренинги, в первую очередь связанные с стрессоустойчивостью, изучаем различные техники, каким образом можно себя подготовить, каким образом проще преодолеть вот какие-то такие стрессовые особенности полета. Есть у нас парашютная подготовка, связанная с этим. Цель этого этапа тоже, опять же, не сделать из нас парашютистов, а именно научить нас во время стрессовой ситуации, которая моделируется парашютным прыжком, выполнять какие-то действия. Вот на этой подготовке у нас на руку одевается специальная карточка с какой-то логической или математической задачей. И во время свободного падения мы ее решаем, наговаривая решение на диктофон. И таким образом тоже тренируемся вот во время стрессовой ситуации комментировать свои действия, как-то вот логически, разумно рассуждать, то есть не отвлекаться на такие мешающие факторы. Психологи тоже нас сопровождают в этой подготовке, помогают нам как-то настроиться получше на эту работу, на эту тренировку. Ну и в процессе полета тоже они постоянно с нами на связи, помогают нам на борту, присылают поздравительные видео от родственников, какие-то новости с Земли, могут по нашей просьбе, например, записывать радиопрограммы любимых радиостанций, присылать нам на борт, и мы их там во время занятий физкультурой можем включать, слушать радио, как будто мы на Земле. Ну или записывать телевизионные программы, тоже это все могут нам прислать. То есть мы постоянно находимся под их чутким руководством, сопровождением. Спасибо вам большое за вопрос. Давайте, пожалуйста, вопрос вот у девочки в полосатой кофте. Здравствуйте, я Анастасия, 7 А класса, 543 школы. У меня возник вопрос. Откуда красивее смотреть на северное сияние, с Земли или с космоса? Ну, к сожалению, с Земли у меня пока не было возможности увидеть северное сияние, поэтому не могу сравнить с этим. Но должен сказать, что красивее всего смотреть на северное сияние на фотографиях. И вот почему. Дело в том, что это достаточно неяркое явление. Когда ты смотришь на него невооруженным взглядом, оно выглядит немножко бледнее, и не все оттенки можно разглядеть. Но когда ты снимаешь фото, и можно сделать длинную выдержку, или, допустим, снять северное сияние в режиме таймлапс, вот тогда проявляются все краски, все особенности этого явления. Оно выглядит намного ярче, намного более впечатляюще, чем невооруженным взглядом. Спасибо вам большое. Спасибо. Фотография — это очень неожиданно, признаюсь честно. У нас на связи Сургут. Уважаемый Сургут, ждем вашего вопроса. Пожалуйста. Еще раз здравствуйте. А можно Сургуту обнаглеть и задать два вопроса? Я думаю, один короткий, Я думаю, что можно. Спасибо. Тогда первый вопрос от подрастающего поколения. Здравствуйте, меня зовут Арсений, и я хотел спросить, как вы спите на МКС? И сразу, если можно, второй вопрос. Первый, как вы спите на МКС, а второй, Петр, как вам в качестве актера и наверняка кинозвезды ощущается себя? Спасибо. Ну, мы ждали этого вопроса. Спасибо вам большое. Да, самый популярный вопрос крайней недели. По поводу сна, ну, на самом деле все просто. У нас есть спальные мешки. Вот если вы представляете обычный туристический спальный мешок, вот практически такие же есть у нас на МКС. Отличаются только тем, что у них есть по периметру такие специальные ленточки, вязочки, при помощи которых мы их можем привязать к панелям, чтобы во время сна этот спальный мешок куда-то не улетел. А мы уже просто входим в него, застегиваем молнию и так же, как и на Земле, в них спим. Но единственное, что привязать мы его можем куда угодно, на стену, на потолок. В космосе нет верха-низа, и где вот нам удобно, там мы можем его разместить. Ну, как правило, если мы спим в каюте, то размещаем вдоль панели каюты. Вот. Единственное, может быть, отличие этого спального мешка в том, что у него есть по бокам две прорези, и через них мы можем вытащить руки наружу, и в таком свободном состоянии они у нас ночью могут находиться, если, допустим, сильно жарко, и мы хотим немножко улучшить вентиляцию во время сна. Ну и второй вопрос, как вам в качестве кинозвезды?
Непривычно, скажем так. Я никогда даже не мечтал о том, чтобы сняться в кино, стать актером. Но это не моя профессия. Уже во время подготовки к съемкам, еще до старта здесь на Земле, когда я первый раз увидел сценарий тех сцен, в которых я должен буду сняться, то есть поначалу мой персонаж задумывался немножко другого характера, такой балагур, шутник, но я понял, что изобразить другого человека я в принципе не смогу без актерского таланта, без актерского образования, подготовки, и поэтому в итоге мы сошлись на том, что я буду играть самого себя, но вот просто пытаться изобразить свою реакцию в той ситуации, в тех обстоятельствах, в которых окажется мой герой. Ну, как это получилось судить зрителям, ну, конечно, это было очень непросто, скажем так, для меня. Слушайте, ну многие актеры мечтают сыграть самого себя в каком-нибудь фильме, а у вас с первого раза получилось, поэтому в целом тут я вас могу поздравить. Пожалуйста, давайте ваш вопрос мы послушаем. Во втором ряду молодой человек. Здравствуйте, меня зовут Андрей, я из 525 школы, 7 Д. Я хочу вам задать вопрос. Почему вы решили стать космонавтом? Какую цель вы преследовали и откуда вы черпали вдохновение к этой цели? Если говорить о цели быть космонавтом, я бы сказал, что моя цель была сделать этот мир чуть-чуть лучше. Вот если так говорить в глобальном масштабе. То есть мне хотелось сделать что-то, что действительно помогло бы нам, ну, немножко стать более едины, что ли, более, ну, стать лучше и как человечество, и как отдельные личности. И вот если говорить о вот таких возможностях, мне кажется, что исследование космоса – это пока единственная область, в которой мы действительно работаем совместно всей планетой, ну, огромным количеством стран, в которые мы сотрудничаем, в которые мы можем достичь вот таких действительно больших целей, поскольку мы работаем вместе. То есть это та часть, та область, которая нас объединяет. И вот в настоящее время это, наверное, одна из немногих, если не единственная областей, объединяющих нас. Поэтому я считаю, что исследование космоса – это вот действительно та большая цель, ради которой стоит жить, ради которой стоит посвятить свою жизнь. И поскольку она действительно настолько разнообразна, что люди очень разных профессий могут найти свое место, найти что-то, что им интересно в исследовании космоса, и таким образом действительно делать нас немножко лучше, делать нашу цивилизацию немножко более человечной. Ну и из космоса не видно границ, когда смотришь на Землю. В том числе, что да, тоже важно. Что доказывает, что действительно космос всех объединяет. Да. Якутск у нас на связи. Мы готовы услышать ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Оконечников Никита. Я хочу спросить такой вопрос. Что вы обычно делали при выходе в открытый космос? Очень много разных работ проводим мы в открытом космосе. Как правило, это работы, связанные с оснащением Международной космической станции. Есть часть оборудования, которое находится снаружи, которое, ну, иногда бывает отказывает, и его нужно заменить. Это мы делаем во время выходов. К тому же вот на время моего полета пришлось расширение нашего российского сегмента, целых 2 новых модуля. Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» и узловой модуль пристыковались к нашему сегменту. И у нас было очень много работ, связанных с интеграцией их именно снаружи. Мы подключали электрические кабели, подключали кабели систем стыковки, которые передают радиосигнал, видеоизображение с телекамер на модулях. Прокладывали кабели локальной сети. У нас есть не только Wi-Fi, но и проводная локальная сеть внутри станции. Устанавливали различные оборудования, платформы для установки научных экспериментов снаружи станции, видеокамеры, мишени стыковки. Ну и, конечно же, некоторые эксперименты тоже у нас были. Мы выставили на экспонирование, допустим, некоторые материалы, которые несколько лет будут находиться снаружи станции, и потом один из следующих экипажей их вернет, и на Земле их будут изучать, как космическое пространство повлияло на различные материалы вот за это время, чтобы делать корабли легче, надежнее. Вот такие работы тоже у нас есть. Спасибо большое. Давайте вопрос в бордовой толстовке.
Пожалуйста. Добрый день, меня зовут Константин, я из 543 школы, и мой вопрос. Есть ли какой-то график рабочих дней на МКС? И если есть, то какой? Ну, безусловно, мы работаем по строгому расписанию. Если мы говорим про обычный режим работы, это так же, как и на Земле, 5 рабочих дней, суббота, воскресенье считается выходным. Каждый день в 6 утра по гринвичскому времени весь экипаж станции просыпается, работает, а в 21:30 у нас отбой. И вот в этом периоде у нас есть рабочая зона, скажем так, 8,5 часов, куда входят спортивные тренировки, и бытовая зона, когда мы можем заняться своим делом. Допустим, утром мы в это время завтракаем, вечером ужинаем и можем заниматься какими-то своими делами. Но иногда бывает этот режим меняется, когда, допустим, идет подготовка к выходу в открытый космос или подготовка к стыковке кораблей. Это происходит по разным причинам, может происходить в любое время, и баллистика влияет, и положение станции. Вот, поэтому в это время мы можем среди ночи начать работу, и, как правило, такие дни, они очень длинные, потому что нужно сделать очень много и до самого события, допустим, до выхода в открытый космос, и после него. Вот, так это немножко сложнее, конечно. После этого, как правило, экипажу дают там, 1 день отдохнуть, когда их не так сильно нагружают работой. Но выходные у нас тоже, как правило, не совсем выходной. Какие-то работы все равно нужно делать. Ну, как правило, мы занимаемся уборкой на станции, могут быть какие-то эксперименты, записи поздравлений для Земли. Вот. Но все равно вот в субботу-воскресенье, как правило, больше свободного времени для личных занятий. А есть такое, что когда ты в космосе, что в какой-то момент про себя думаешь, вот я сейчас вернусь на Землю, и первым делом я и там какое-то действие? Когда я летал, я настолько привык к вот этому режиму, когда ты четко знаешь, что тебе нужно делать. То есть вот накануне следующего дня к нам приходит на борт так называемая форма 24, в которой расписаны все наши действия на следующий день, и ты абсолютно точно знаешь, что завтра у меня будет вот это, вот это, вот это, для этого мне понадобятся такие-то инструменты, такое-то оборудование, ты уже можешь что-то заранее приготовить. И вот это очень помогает как-то собрать свою жизнь и распланировать все работы на будущее. Это, к этому привыкаешь, поэтому ну, как-то что-то вот именно земного, ну, у меня даже не возникало таких мыслей. Я думал, ну, вот вернусь на Землю, а там как-нибудь приспособлюсь обратно к жизни на Земле. А сейчас на станции я буду работать так, как на станции. Не, я думал, мало ли просто вернусь на Землю и как там, лазаньи поем, например, или что-то такое даже, может быть, приятные бытовые какие-то мелочи. Ну вот, наверное, единственное, чего мне не хватало на борту, это, конечно, душ, потому что там у нас нет возможности стоять под струями воды, и моемся мы влажными полотенцами, просто обтирая свое тело, потом вытираясь насухо. И вот, конечно, такого ощущения текущей воды там не хватало. Вот, да, душ принять мне хотелось. Спасибо большое. Давайте, мужчина в белой футболке. Вот, да. Можете попросить вас встать, чтобы мы вас увидели? Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Даня, 362-я школа. Основываясь на вашем личном опыте, что страшнее, запуск или посадка? Да, интересный вопрос. Но на самом деле страх, я бы не сказал, что он там так вот явно присутствует, потому что на тренировках мы отрабатываем и старт, и посадку, знаем большую часть нештатных ситуаций, которые у нас могут возникнуть, готовимся к действиям в этих нештатных ситуациях, поэтому уже какого-то страха такого не остается, ты понимаешь, что бы ни случилось, ты уже имеешь какой-то план действий. Конечно, всегда остаются какие-то непредвиденные ситуации, мы это тоже на это рассчитываем, к этому готовимся в меру возможности. Вот. Но страх, он уходит на какой-то второй, третий план, то есть о нем уже не думаешь. Вот. Поэтому, но опасность, она присутствует, естественно, и на старте, и на спуске, и на посадке, и что в этом смысле сложнее, опаснее, даже сложно представить, потому что на старте работает ракета-носитель, огромное
бочка, заправленная горючими веществами, которые, ну, в случае, если что-то пойдет не так, то будет очень, скажем так, большое явление. Конечно, у нас есть система аварийного спасения, которая экипаж в этом случае спасет, но действительно ситуация достаточно сложная и опасная, поэтому мы об этом тоже помним. На спуске тоже мы входим в плотные слои атмосферы. Начальная скорость у нас практически 8 км в секунду, 7,9. Когда капсула начинает тормозить, это такой динамический, достаточно активный процесс, разные ощущения возникают, ее там в какие-то периоды начинает очень сильно бросать из стороны в сторону. Ты понимаешь, что действительно, насколько это надежный аппарат, спускаемый аппарат космического корабля, что он позволяет защитить жизнь космонавтов вот в таких вот сложных физических условиях и даже в какой-то степени комфортно их вернуть на Землю. Ну вот, это тоже период достаточно непростой, опасный. Вот, но, наверное, все-таки он, да, ощущается немножко тяжелее, поскольку после длительного космического полета вот такие перегрузки, такие динамические нагрузки, они, ну, немножко тяжелее переносятся, тяжелее ощущаются. Вот, и, ну, приходится немножко потерпеть. Спасибо большое. У нас на связи Челябинск. Да, добрый день еще раз. Мы, конечно, не коллеги из Сургута, но тоже хотели бы задать два коротких вопроса. Итак, первый вопрос. Добрый день, меня зовут Харитонова Софья. И, наверное, как мы все знаем, космос требует долгой и регулярной подготовки. Какое испытание для вас было самым трудным, и кто все это время поддерживал вас? И сразу второй вопрос. Меня зовут Руслан. Я бы хотел задать такой вопрос. Как относится ваша семья, родственники к такой профессии? Спасибо большое. Какое испытание самое сложное и как семья относится к профессии? Ну, надо сказать, взаимосвязанные вопросы на самом деле между собой. Это к тому, что, отвечая на первый вопрос, я мог бы сказать, что, ну, самая такая сильная поддержка на этом пути, конечно же, исходит от родственников. Поэтому, отвечая на второй вопрос, скажу, что они меня поддерживают. Они, естественно, всегда стараются каким-то образом меня, ну, вдохновить, что ли, и помогают вот именно в какие-то такие сложные моменты. Вот. Но, с другой стороны, конечно, вера в то, что это важно, это нужно, это очень ответственно, тоже помогает собраться и вот такие сложные моменты преодолеть. Но что было самым сложным? Здесь много достаточно непростых факторов. С одной стороны, это необходимость усвоить огромное количество информации, какого-то нового материала. Это теоретическая информация о станции, о корабле, устройства, принципы работы, научная информация, потому что мы изучаем различные дисциплины, связанные с экспериментами, которые нам потом предстоит проходить на борту. Медицина тоже в какой-то степени непроста, потому что у нас есть, ну, в некоторой степени медицинская подготовка, какие-то простые операции, которые мы можем выполнить на борту, чтобы помочь друг другу. Ну, например, взять кровь на анализ или поставить пломбу на зуб. Ну, вот, чтобы выполнить это правильно, тоже нужно так собраться, и это не всегда бывает просто, не имея какого-то такого большого, глубокого опыта в этих областях. Вот. Но иногда это сложно преодолеть именно какие-то физические моменты, связанные с тренировками. Вот те же полеты на невесомость, которые очень сильно влияют на наш вестибулярный аппарат. И вот поначалу, я помню, без регулярных полетов первое время очень непросто бывает преодолеть вот эти вот это воздействие, которое разное состояние, потому что во время полета на невесомость меняется перегрузка на невесомость и обратно, как правило, 10 раз за полет, как 10 режимов мы выполняем. И это раздражает вестибулярный аппарат, вызывает очень неприятные ощущения. Нужно действительно терпеть и стараться преодолеть вот эти ощущения, чтобы получить необходимые навыки. А по поводу невесомости. Есть же такая история, что вырабатывается привычка. То есть у тебя есть предмет, который ты как бы направляешь своим коллегам.
И когда ты возвращаешься на Землю, сохраняется ли эта привычка, если тебя кто-то дома что-то просит, то вместо того, чтобы передать, ты кидаешь предмет? Да, тоже нередко об этом спрашивают. Еще как бы в продолжении этого вопроса часто спрашивают, не оставляешь ли ты предмет в воздухе, и он падает он или нет. Действительно, в невесомости привыкаешь к вот этой возможности, когда не нужно вот именно из рук в руки передавать, и если не хватает рук, действительно можно что-то оставить парящим, что-то сделать и снова взять. Но это тоже не так просто сделать, потому что оставить предмет на месте в невесомости не так просто. Достаточно легкого касания пальцем или легкого движения руки в момент, когда ты его отпускаешь, чтобы он полетел немножко в сторону, например, закрутился и улетел куда-нибудь совсем не туда, куда ты его хотел отправить. И бывали случаи, даже достаточно большие предметы, как фотоаппарат, например, терялись на борту, и их по полгода не могли найти, то есть они куда-то вот воздушным потоком их заносило, и не могли понять, куда. Поэтому просто оставить предмет непривязанным в космосе – это задача непростая, и мы, как правило, этого избегаем. У нас есть разные способы: липкая лента, велкро, разные эластичные фиксаторы. Вот. Поэтому и на Земле я должен сказать, что достаточно быстро понял, что такое гравитация, вспомнил точнее. И вот желание что-то оставлять на месте, понимая, что это сейчас упадет и разобьется, у меня не возникало. То есть у меня не было таких проблем. Надо на МКС, мне пришла в голову мысль, достаточно абсурдная, на МКС отправлять чью-нибудь маму, чтобы она находила там вещи, потому что мама всегда найдет, если что-то потерялось. Просто выбрать ту самую, которая будет отвечать за... У бедной мамы будет там очень много работы. Работы много будет. Так, пожалуйста, вот вопрос в первом ряду молодого человека. Здравствуйте, меня зовут Илья, из 525 школы. Я бы хотел задать свой вопрос. Вы наверняка занимались каким-то видом спорта или хобби, но для того, чтобы исполнить свою мечту, вы, наверное, его бросили. Вам было тяжело эта потеря? Или вы до сих пор им занимаетесь? Да, действительно, когда-то я профессионально занимался парашютным спортом, групповой акробатикой. Вот я им увлекся еще до того, как поступил в отряд космонавтов. В свое время был даже кандидатом в мастера спорта в этой области. С одной стороны, мне это помогло, потому что парашютная подготовка, как я уже сказал, это достаточно важная часть подготовки космонавтов. И то, что у меня был опыт прыжков, это мне очень облегчило получение именно важных для космонавта навыков. Но, конечно же, этот спорт достаточно опасный, достаточно непредсказуемый, достаточно сильные перегрузки при открытии парашюта, что влияет на организм, на нашу костную систему, возникает определенный риск повреждений, особенно после полета. Вот, поэтому, конечно, заниматься сейчас им я не могу, и не сказать, что я об этом сильно жалею, потому что я получил другую очень интересную область работы, в которой я могу себя проявить и достичь каких-то результатов. Но иногда скучаю, да, по тем временам, по времени, когда мы с моей командой ездили на соревнования, участвовали в различных парашютных мероприятиях. Это было, конечно, тоже очень важной и запоминающейся частью моей жизни. Спасибо большое. Прямо сейчас у нас финальный вопрос, и задаст его девочка в третьем дальнем ряду, вот здесь справа. Да, это вы. Здравствуйте, меня зовут Юля, школа номер 351. У меня такой вопрос. Что было самое сложное во время полета? Да, полет был непростой, согласен, и было много сложностей. Но, наверное, самое сложное – это правильно вести себя в различных нештатных ситуациях, которые возникают на борту. Потому что иногда в этих случаях надо действовать быстро и правильно принять решение. Ну, достаточно непростая задача. У нас было их немало, связанных и с приходом новых модулей, и с работой оборудования на борту. Однажды во время, уже непосредственно перед выходом в открытый космос, ночью, когда мы отдыхали и перед
пробуждением у нас сработала пожарная сигнализация. Один из блоков на борту задымился, и нам пришлось потратить там часа полтора на то, чтобы попытаться его найти, потому что выход надо было сделать в любом случае, очень важные работы. И если бы это было достаточно опасным, то пришлось бы выход отменять, что потом очень сильно повлияло бы на программу полета. Поэтому мы сделали все, что могли, обезопасили ситуацию, поняли, что это никак не повлияет на работу оборудования. Вот. Но какие-то неприятные моменты мы пережили, и да, это было достаточно непросто потом сделать все работы во время выхода в открытый космос. Был такой достаточно сложный день. Вот. Ну а так, к работе на борту привыкаешь, и вот такие сложности, которые сейчас на Земле действительно выглядят сложными, там на борту воспринимаешь немножко по-другому, потому что уже встроился в эту работу, привык к этому ритму, режиму работы, и уже как-то считаешь это частью обычной своей жизни. Спасибо большое. У меня в финале философский вопрос, такой он даже формата блиц, потому что на философские вопросы можно очень-очень сильно глубоко уйти. Мы и космос, человечество и космос, мы едины или все-таки мы пока что его пытаемся изучить? Я бы сказал, что мы часть космоса. Не сказать едины, потому что мы никогда не были раздельны. Все-таки наша планета — это всего лишь одна из, даже не миллиардов, бесчетного количества других планет, которые вращаются вокруг миллиардов других звезд. И мы, как часть этой планеты, часть этой экосистемы, возникшей на нашей планете, конечно же, всегда были частью Вселенной, частью космоса, и всегда будем оставаться частью Вселенной. Поэтому мы никогда не были раздельны, мы всегда были одной общей Вселенной. Спасибо. Спасибо вам большое за те ответы, которые мы получили. Уважаемые друзья, спасибо вам за ваши вопросы. Уважаемые города, спасибо вам за ваши вопросы. Надо выбрать сейчас лучшие вопросы. Да, это самая сложная задача. В количестве 3 штуки. Ну, во-первых, я бы хотел отметить вопрос о цели быть космонавтом. Действительно очень важная, очень интересная тема. Цели быть космонавтом, да, от молодого человека во втором ряду. Также интересный был вопрос про северное сияние. Вопрос про северное сияние. Поднимите руку, кто задал вопрос про северное сияние. Да. Спасибо. Вот, но третий выбрать, конечно, сложно. Было очень много интересных вопросов, поэтому сразу скажу, что да. Из оставшихся... Я тоже задавал вопросы. Такой тонкий намек. Я шучу. Можем кому-нибудь, например, в города отметить? Можем совершенно спокойно из других городов. Да, действительно, вопросы из других городов тоже были очень заставляющие задуматься, так бы я сказал. Это действительно очень здорово, когда приходится подумать перед ответом и как-то его сформулировать. Может быть, наглому Сургуту? Давайте, да, который первый задал 2 вопроса. Отлично. Тогда у нас получают сувениры от госкорпорации Роскосмос. Наглый Сургут, в хорошем смысле этого слова. Мужчина, который здесь во втором ряду. Скажите, напомните, как вас зовут? Андрей. Андрей у нас получает. И можете громко крикнуть свое имя. Анастасия. Все, мы вас поздравляем. Спасибо вам большое за ваши вопросы. Уважаемые друзья, на самом деле, на будущее никогда не бойтесь задавать вопросы. Все вопросы правильные. Ну и прямо сейчас мы хотели бы, Андрей, Анастасия, вас сюда позвать, чтобы вам вручить подарочки. Петр, из ваших рук мы хотели бы вручить подарки. А выходите прямо сюда к нам. Мы вас поздравляем.
Уважаемый город Сургут, вам мы тоже обязательно передадим подарочки, не переживайте. Спасибо вам большое. Фото на память. Уважаемые друзья, и теперь важная новость. Прямо сейчас у нас состоится автограф-сессия с Петром, где вы можете получить от него уникальный автограф на карточке. Теперь внимание по поводу фотографий. Сфотографироваться можно будет после автограф-сессии. То есть сначала автограф-сессия, фотографии потом.